Насыр Фаридович Кунаков. Да, Главным конструктором работал у нас, потом зам по экономике, городской администрации первым замом работал, поэтому он здесь расскажет про историю завода. Уважаемые коллеги, вот это наш заводской музей, который мы с самого начала строительства этого здания основали и ведем, сохраняя даже черно-белые фотографии, все старинные документы. Начало вот здесь. Здесь первые моменты строительства нашего завода, то есть люди, которые были у истоков, ну и фрагменты испытаний первых изделий, первые коллективы, первые машины и образцы документов, которые положили основу начала строительства завода. Ну, здесь вот мы переходим более такой. Здесь, во-первых, хотел бы обратить внимание, вот здесь на этом плакате мы пытались показать весь комплекс плюсов нашей машины, которые проходим. Скорость сейчас уже 44 км в час. Есть машина, которая вброд ходит, есть плавающая. А вот этот трек. Это вот те узлы, которые обеспечивают основные достоинства нашей машины. Это фрагмент ходовой части. Гусеница, опорный каток, направляющее колесо и там ведущее колесо. Ну, уменьшенный обвод. То есть можно гусеницу снять и побежит на этом или нет? Своим ходом нет. Нету, да? Нет. Но имея 4 гусеницы, даже при наличии одной гусеницы машина может ехать. Выйти из поля боя, эвакуироваться куда-то и так далее. Здесь узлы, которые нашего изготовления. Вот это лист привозим в пачках, и вот это колесо получаем. И заливка наша, полностью наше изготовление. Здесь тоже где-то 6 штампов применяется. Металл, ХГСА. На 2-3 заводах только его Аша, там еще где-то катают. На 2-3 вот спецметалл. ХГСА. Ну, по тундре они даже не портят, собственно говоря, дело проходит. Были года, когда это была единственная машина, которой дали разрешение на эксплуатацию в тундре. Потому что минимальный ущерб, максимально щадящее воздействие. Вот это полностью нашего изготовления. Панель приборов водителя. Да. Это современная панель или сейчас? Да, это уже более современная панель, которую сейчас мы применяем. А пластик льете или заказываете? Это мы здесь обклеиваем, сами делаем, да, пластик, стеклопластик обклеиваем. Это литье, которое мы на участке литья алюминия под низким давлением. Это от автоматической коробки передач. Коробку передач сами сейчас собираете? мы увидим полностью, да. Это колеса трансформатора и часть картера нашего. Сами отливаем, дальше механически обрабатываем. Сегодня мы увидим механическую обработку. А это сейчас не выпускаете? Сейчас мы не выпускаем, да, сейчас другие котлы, но в свое время мы выпускали вот КС-ТГВ-20, который мог работать без электричества. В селах, даже если отключался свет, как сейчас бывает, не гаснет ничего. Можно было убрать газовую аппаратуру, топить брикетами, дровами, углем. То есть на форс-мажор какой-то всегда был обходной вариант. Это чуть более современный, чисто газовый вариант. Это, если помните, в свое время в общепите были линии раздачи в столовых. Вот это котел варочный, который сначала в нем варили паром в паровой рубашке, потом выкатывали, ставили в линию раздачи, и блюдо, оставаясь теплым, работницы раздавали на больших заводах на линиях раздачи. Тысячами штук мы их тогда делали. Это вот ведущий мост автобуса ЛиАЗ-5256, который мы наиболее полно и часто выпускали. Ну, конечно, покрашен по выставочному, но один в один не макет, а готовый мост. Это вот гидромеханическая коробка передач полностью нашего производства. Состоит внутри вот вальная, четырехвальная, четырехскоростная коробка. Ну, каждая пара шестерен – это передача. Включается многодисковым фрикционом, чередуются пластины, диски, а фрикцион управляется электрически вот этими соленоидами. Водитель переключает маленький рычажок под рулем. Сейчас, ну, это уникальная коробка. А это вот как раз приводы, да, соединяющие два... поворотно-сцепное устройство, которое расположено между первым и вторым звеном машины. Сочетает в себе ваше изделие полностью? Полностью наше, да. А вот гидравлику где брали? Вот это чья? Это мы делаем сами. Сами делаем, да? Это все здесь сами делаем. 2 цилиндра горизонтального складывания, за счет которых машина складывается и поворачивает. 2 цилиндра вертикального складывания, за счет которых машина может принудительно поднимать нос или опускать, а при движении по неровной местности они работают как амортизаторы, создавая плавный ход. Или заблокировав их, можно переехать ров. Вот сейчас газовики очень сильно интересуются, ледостойкие платформы строят в Обской губе. И им летом они судами хотят обслуживать, а зимой им нужна машина, которая могла бы двигаться через трещины, через торосы, возить
туда сырье, оттуда шлам и вахты возить. Вот сейчас ведем переговоры, пробную экспедицию в следующем зимой. Если получится, они готовы закупать машины для такой работы. Здравствуйте. Здравствуйте. Во-первых, извините, если заставили ждать. Мы небольшое совещание с Александром Валерьевичем провели. Сегодня действительно решили вместе с Александром Валерьевичем приехать. Это не запланировано, когда Александр Валерьевич сказал, что в рамках столетия танковой промышленности, танкового производства президент страны наградил ваших коллег государственными наградами. Я все бросил, честное слово, и думаю, приедем вместе, поздравим. Завод нам не чужой. И, честно говорю, я очень-очень вам всем признателен, что предприятие развивается. Александр Валерьевич, вам огромное спасибо. По сути, завод, вот пройдя такие штормы, наверное, которые, ну, все вы были, многие десятки лет здесь работаете, завод стоит, и очень надеемся, что крепко будет стоять на ногах долгие годы, потому что техника, она очень нужна, она уникальна в Российской Федерации. И сегодня, конечно, особые слова благодарности директору предприятия Иреку Наилевичу. Это с его именем, наверное, связано как раз вот прохождение тяжелейшего этапа в истории завода. Поэтому хотел сегодня высказать вам слова глубокого уважения, огромного уважения вам. Вы для нас старший товарищ, мы вас учимся. Поэтому я очень вам всем признателен, вам всем здоровья крепко. Еще раз говорю, что правительство республики очень внимательно относится к развитию предприятия. Мы пока все, слава богу, идет, будем помогать и с контрактами, но в любую тяжелую минуту мы плечо подставим. Спасибо. Указами президента Российской Федерации награждены медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени Арсланов Ирек Наилович, генеральный директор акционерного общества «Машиностроительная компания «Витязь». Давайте втроем оставьте. А вот сюда, давайте вот нас сфотографируйте. Поздравляю. Ирек Наилович, скажете что-нибудь или потом? Ну, потом, наверное. Расскажите, Давайте. Уважаемый Ради Фаридович, уважаемый Александр Валерьевич, я очень рад, что получаю такую награду из ваших рук. И прекрасно, как руководитель предприятия, понимаю, что это заслуга не столько моя, а заслуга нашего коллектива. Хочу поблагодарить наш коллектив за поддержку, за отверженный труд, за понимание. И я понимаю, что данная награда меня обязывает дальше более усердно работать во благо развития нашего предприятия, нашего коллектива, города, республики и нашей Родины. Спасибо. Указами президента Российской Федерации награжден Забелин Сергей Николаевич, технический директор акционерного общества «Машиностроительная компания «Витязь». Давайте сфотографируемся. Присвоено почетное звание «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации» Гаврилову Евгению Валентиновичу, фрезеровщику 6-го разряда акционерного общества «Машиностроительная компания «Витязь». Указами главы Республики Башкортостан награждены почетной грамотой Республики Башкортостан Бляблес Алексей Александрович, заместитель главного конструктора акционерного общества «Машиностроительная компания «Витязь». Присвоено почетное звание «Заслуженный машиностроитель Республики Башкортостан» Артемьеву Андрею Аркадьевичу, главному технологу акционерного общества «Машиностроительная компания «Витязь». Скорнякову Юрию Михайловичу, токарю-расточнику акционерного общества «Машиностроительная компания «Витязь». Уважаемый Ради Фаридович, уважаемые друзья, коллеги, ну, действительно, сегодня очень хорошее такое доброе дело.
Наверное, глубоко символично, что награждение наших работников проходит в музее. Казалось бы, вот 100 лет танкостроению, да? Никто никогда бы и не подумал, что Россия и в царский период, и в советский период, входя в этот путь разработки производства танков, будет лидером. Сегодня Россия – это лидер. И когда мы говорим об Уралвагонзаводе, когда мы говорим о танкостроении, ни у кого ничего подобного нет. Мы лучшие, мы настоящие, мы первые, и мы эту планку будем с вами вместе держать. Ну а для нашего предприятия, которое является одним из ключевых и уникальных, таких в стране больше нету. «Витязь» — это сегодня знак и гордость России. Радик Фаридович, я вам очень благодарен за ту поддержку, которую вы оказываете. Безусловно, опять же таки символично, что вы вышли из этого завода и вы сохраняете те добрые традиции и помогаете нашему заводу. Мы со своей стороны обещаем, что мы не подведем. У нас есть прекрасные истории, которые мы видели сегодня. У нас есть настоящее. Я абсолютно уверен, у нас есть светлое будущее. Всех вместе. Спасибо вам. Спасибо. Я, знаете, вот землякам, получается, хотел сказать, там с Фаридовичем обсудили, мы еще занимаемся тем, чтобы Ишимбай немножко как город привести в порядок. Поэтому я просто хочу вам сказать спасибо. Мы с своей стороны тоже стараемся сделать так, чтобы вам все-таки комфортнее жилось здесь и работалось. И эту работу мы продолжим. До 2024 года, вот как мы... У нас когда там будет юбилей, получается, в 2022 году, опять же, мы немножко сюда энергии дадим и денег. В 2022 году будет юбилей первой башкирской нефти. Здесь в 1932 году была первая, получается, 90 лет. Мы с Башнефтью тоже договорились, что это мероприятие проведем, поэтому пока вот такое дело. А предприятием мы на самом деле занимаемся и вместе будем двигаться. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо.